Самобытная культура Коми, ведущие предприятия, их представители, туристический и промышленный потенциалы нашей республики в лицах. В минувшую пятницу в эфире Первого канала вышел выпуск телевизионного шоу «Поле чудес», посвященный столетию Коми. Подготовка программы длилась несколько месяцев. В съемках приняли участие и творческие коллективы из республики, которые смогли создать атмосферу настоящего праздника. Продолжит Павел Королев. Песню «Марья-Моль» уже давно можно назвать неофициальным гимном Коми, а потому не случайно, что праздничный выпуск программы «Поле чудес» открывает именно эта композиция, да еще и в исполнении нашего ведущего музыкального коллектива Асья Кыа. В одном из старейших шоу Первого канала звучат Коми-песни, угощают национальной кухней, ну а самый знаменитый барабан страны крутят жители Воркуты, Уссыльмы, Ижмы, Ухты, Усинска и Сыктывкара. Причем право представлять регион досталось самым достойным. Так, среди участников первой тройки игроков экс-начальник Ижемского аэропорта Сергей Сотников, стараниями которого в 2010 году удалось избежать потерь во время аварийной посадки самолета Ту-154 в Ижме. Я, как говорится, по инициативе своей содержал взлетную полосу. Так это вас писали газеты? Да-да-да. Ребят наградили, и вас ведь наградили? Да-да, медалью ордена второй степени заслуги перед Отечеством. Во второй тройке игроков принимала участие уссылемка Лидия Канева. Женщина в национальном костюме угостила ведущего печорской семгой и морожкой со сливками. По ее словам, программу снимали почти 4 часа. Однако после монтажа в эфир вышел всего лишь час. Многое осталось за кадром. Повязала поясок Леониду Аркадьевичу с такими словами: «Этот оберег при вас от любых недобрых глаз». После чего поднимаю голову, и он меня со всей силы крепко-крепко прижал и поцеловал. Но это все осталось за кадром. В третьей тройке игроков многим запомнился представитель Воркуты Анатолий Кандыгин. Оленевод по профессии, он возле импровизированного ЧУМа угостил Леонида Якубовича строганиной, подарил пояс оленевода Тасма, а после с помощью шаманского бубна посвятил бессменного ведущего Первого канала в оленеводы. Леонид Аркадьевич, теперь попробуйте сами. Это будет ваш личный бубен. Все. Не обошлось и без знаменитого черного ящика. Удача не то чтобы улыбнулась, а лишь подмигнула Юрию Кузнецову. Ему предложили 40 тысяч рублей, но воркутинец выбрал таки приз. Как память. Да? О передаче «Поле чудес». И это обмоете? Обмоем. Точно? Точно. Обмоете? Обмоем. Хорошо. Я вам даю чем обмыть. По словам Юрия Кузнецова, он не в обиде за столь скромный приз, а свое участие в шоу называет счастливым билетом судьбы. Почему-то часовая передача, а всем больше всего запомнилась почему-то «Кабачок и водка». Ну, люди же думают о том, что, про себя в основном, примеряют на себе. Мне так очень не было обидно. Машина на каждом шагу у каждого есть. А бутылка водки Якубович только у меня. Победу в игре одержал сыктывкарец Михаил Шмальц. Он быстрее всех отгадал слово «веснушка». Так в старину называли подснежную клюкву. Однако дальше молодой человек не стал испытывать судьбу и отказался от суперигры. Ну а завершила выпуск выступления государственного ансамбля песни и танца Асья Кыа. Участников игры поздравил глава Коми Владимир Уйба. Именно при его участии, а также ведущих предприятий региона, удалось реализовать такой проект, который стал душевным и народным подарком к юбилею Коми. Павел Королев, телеканал Юрган.